Трио состоит из меня, Арсений Чубачин, виолончелист, прекрасный выпускник Московской Кемпской консерватории и Ханса Эслера школы музыки в Берлине. Живет на 2 страны, совмещает 2 государства и очень плотно гастролирует. И я скажу, из самых, наверное, таких выдающихся достижений, он лауреат конкурса АРД. Это конкурс Баварского радио, один из самых престижных на нашей планете конкурсов. Пианист Жерар Аймонче, он интересен не только как классический пианист, он вообще носит такое внегласное звание как самый неординарный пианист нашей страны, учитывая тот момент, что он играет и джаз, и классику, и прекрасно и там себя чувствует. Фантастические музыканты, которые, безусловно, не работают только в трио, а каждый из них солирующий артист.
Трио проехало точно более 15 стран. И Азия, и Европа, и Америка. Мне очень приятно, что есть хорошие, интересные контракты, и которые идут на благо и нам, безусловно, но и зрителю. И мы все-таки прославляем свою родину, свою страну, Россию. Мы были в таких отдаленных местах, когда, я думаю, что мы бы никогда не побывали без этой идеи создания такого коллектива, который будет именно работать на регион. Я очень рад, что мои друзья смогли приехать ко мне на родину. Мне посчастливилось, я был стипендиатом очень многих фондов, но семья, которую я называю, это по-другому не называть, это был фонд «Новые имена». Выходцы стипендиатов – это такие люди, как Денис Мацуев, Александр Гиндин и огромная плеяда звезд, которые сейчас блистают на лучших сценах мира.
Фонд – это очень важная вещь. Я надеюсь, что один из будущих моих идей – это создание фонда в Башкортостане для тоже поддержки, потому что молодых талантов надо поддерживать, детей надо обязательно поддерживать. Тем более у нас настолько талантливая республика, настолько талантливые дети. То я безумно был рад увидеть, что у нас настолько много талантливых детей, которые горят, у которых горят глаза, которые хотят, и самое что приятное, еще и могут. И встречи очень теплые. Вообще наш народ, мой родной народ, принимал меня безумно тепло. Я очень рад тому, что многие люди подключились к этой акции. И что особенно было приятно, моя идея привлечь меценатов для того, чтобы они обратили внимание на культуру непосредственно, эта идея хорошо воплотилась, потому что во всех городах были привлечены бизнес-элиты, которая выделяла средства тоже, которые же остались, безусловно, этим детишкам. Важно ведь не оценить, кто лучше, кто хуже. Важно дать тем детишкам импульс новый, какую-то новую струю воздуха и что-либо. Но мне очень было приятно, что как раз-таки я увидел именно горящие глаза.
мой ближайший соратник и идейный вдохновитель – это композитор Максим Дунаевский, который, я думаю, все прекрасно знают. Мы с ним возглавляем фонд помощи талантливым детям, фонд культурных программ имени Исаака, его отца Дунаевского. Я думаю, что в следующем году мы получим, как говорится, благословление всей политической элиты и бизнес-элиты республики, и мы сможем реализовать еще более обширный тур для родной республики. Родина мало не бывает, Родина – это моя большая. Я безумно счастлив, что я начал сотрудничать с Башкирией, и мы можем создавать хорошие, интересные проекты. И что мне особенно приятно, это было видеть таких талантливых детей, потому что в каждом из моих концертов в рамках тура выступали 3-4 номера местных лауреатов, местных звездочек. Мне было это очень дорого и очень приятно видеть. Могу сказать абсолютно уверенно, огромное количество выпускников Московской консерватории – это выпускники и спецшколы Уфимской, и люди, которые просто учились в Уфе, то есть выходцы из нашей республики. Значит, мы, наверное, какой-то землей, душою зарождаем прекрасное и правильное образование, правильные мысли и вообще правильную душу.
Самым главным моим педагогом по жизни является моя мама. До сих пор с очень трепетом отношусь к ее мнению, к ее слову. Наверное, это главный мой педагог. Но, безусловно, в Уфе у меня был прекрасный профессор Султанов,
В Москве я закончил у профессора Багдасаряна, в Германии я закончил у Сабины Майер. В общем, педагогов очень много, и мне повезло, что я с каждого смог немножечко себе взять в мою копилку жизненную.
участие в проведении благотворительного концерта благодарственным письмом Министерства культуры Республики Башкортостан награждается Аймонче Жерар Патрик. Министерства культуры Республики Башкортостан награждается Чубачин Арсений Алексеевич. Почетной грамотой Министерства культуры Республики Башкортостан за вклад в развитие культуры Республики Башкортостан награждается Надиулин Артур Искандарович. Я мечтаю никогда не останавливаться, чтобы не было в моей жизни такого момента, когда мне придется все отбросить и остановиться. Я очень бы хотел, чтобы внутренняя энергия не угасала, огонь горел, и я шел вперед.